каком году было Бородинское сражение? Кто такой Иван Грозный? И сколько длилась блокада Ленинграда? Все эти факты эти ребята знают, как дважды два. В Уфе проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории. В ней принимают участие старшеклассники со всей республики, которые стали победителями и призерами в районах. Олимпиада состоит из двух туров. Теоретическая часть испытания построена на проверке знаний учащихся по отечественной истории. Сейчас как раз ребятам предстоит состязаться в этом. Рома, скажи, почему ты выбрал Олимпиаду именно по истории? На самом деле, история скорее не мой профильный предмет, а скорее как хобби, потому что история – это очень интересная наука. Она в целом для души, и это очень интересно знать, что было раньше, поэтому историю изучаю на чистом энтузиазме. Как история пригождается в жизни? На самом деле, какого-то практического применения истории я не вижу, но это в рамках общего развития. Ты можешь находить интересных друзей, интересную компанию, которая также будет увлекаться историей. И, как и любая другая наука, это развивает человека как личность. В Акмулинский университет съехались 9, 10 и 11-классники. Всего 164 школьника. Все они большие молодцы, прошли в региональный этап. Есть представитель из каждого региона Башкортостана. История считается одним из популярных предметов. Теоретический тур включает в себя от 10 до 15 заданий, в зависимости от возраста олимпиадника. На выполнение заданий дается 180 минут. О чем нужно писать эссе по истории? Нам дается всего 10 тем, начиная от 9 века, заканчивая 20 веком. Я пишу в основном о 17 веке. Практический тур разделен на две части. Ребятам предоставляется исторический источник, материал которого они должны интерпретировать и вынести из него определенные исторические знания. Вторая часть – это эссе, где дается высказывание общественного деятеля о какой-либо исторической личности или факте. Ребятам необходимо сформулировать собственное отношение к утверждениям историков и обосновать его аргументами. Те, кто даст максимальное количество верных ответов, пройдет дальше и получит льготы при поступлении в профильный вуз. Лиза Киселева, Вахид Халимов. Специально для Горы новостей.